Родился я в нормальной семье, в принципе, ничего сложного в этой семье, никаких отступлений там не было, никаких ограничений. Там была нормальная семья. Я пошел в школу, все было хорошо. Я был отличником до 3 класса. Потом у меня возникли сложности всякого рода с всякими слабостями, с искушениями. Järjekordne lugu mehest, kelle lapsepõlv kulges normaalses elukeskkonnas, kus tingimused noore mehe kasvuks ja arenguks olid olemas. Nagu mees meile väitis, oli tema esimene sõltuvus saanud alguse juba väga varases koolieas. Esimene sigaret viis teiseni ja õppeedukuse allakäik ja muud rikkumised tulid esile. Моя успеваемость, мои оценки, все это говорило мне о том, что мне нужно что-то с собой делать было. Но мне было все равно уже, и я не искал повода отличиться, не искал повода что-то изменить в себе, а жил так, как жил, в общем-то, и не хотел что-то менять в своей жизни. И так я прожил до 10 класса. В 10 классе я сдал все экзамены, все было хорошо. И дальше поступил в училище. Все тоже было просто превосходно. Но это училище я не закончил, потому что в день экзамена я принял решение, что я не пойду на экзамен, а пошел с друзьями на дискотеку и решил отметить это раньше времени. Saatuslikuks osutuv elustiil sai alguse siis, kui Aleksei teenis aega Nõukogude armees, kus ta esimest korda elus proovis amfetamiini, millest ta jäi kohe sõltuvusse. Ise pidas seda tol hetkel parimaks, mis tema elus on juhtunud. Ta nautis sellest tulenevat mõnutunnet, aga ei mõelnud, kuhu selline elu teda viib. Я падал вниз с такой скоростью, что просто другой раз было просто невозможно поверить в то, что я делаю. Я начал заниматься воровством, я начал заниматься криминалом. И это все благодаря тому, что я начал употреблять наркотики. Очень быстро я превратился из нормального человека в криминальную личность, у которой не было ничего, никаких принципов, никаких моралей, никаких устоев поведения. Я просто скатывался вниз. Я начал воровать, я начал жить криминальной жизнью полностью. 25 aastat Aleksei elust kulgesid vanglast vanglasse ja millest ei puudunud narkootikumid, kahtlased seltskonnad, kellest enamus olid kriminaalidest elupõletajad. See oli üks tohutu nõiaring, millest väljapääsuks oli vaja abi ja ühest võimalusest kuulis ta vanglas olles, kui kandis oma viimast karistusaega. Я услышал в тюрьме о реабилитационном центре Lotus Equula и решил попробовать. А может быть стоит мне что-нибудь сделать в себе, изменить что-нибудь в себе, чтобы посмотреть, что есть другая жизнь на самом деле. Может быть стоило что-нибудь для этого сделать. И я написал заявление, заполнил анкету в тюрьме, чтобы выйти на условный срок в Lotus Equula, в реабилитационный центр. Täna tagasi vaadates näeb, et see oli ime, kui talle see võimalus anti. Ta uskus, et siin on tegemist kellegi kõrgemaga,
kes sekkus tema ellu andes talle tarkuse ja selged juhised vanglas olles, kui ta kirjutas avalduse, et tahab oma karistust kanda lõpuni Lootuse külas. Я вышел на УДО из тюрьмы в 16 году в этот поселок, приехал туда, и поначалу у меня абсолютно складывалось ощущение, что я приехал просто отбыть срок какой-то, уйти из тюрьмы, ничего не думал о том, что может быть что-то произойти в моей жизни на самом деле, что-то изменится в моей жизни. Но, проходя программу в Lotus Ekula, я начал оценивать, переоценивать свои действия, переоценивать свои мысли, свои чувства, свои эмоции. И эта программа, которая преподается в Lotus Ekula, она на самом деле может изменить жизнь, если ты сам этого захочешь. На самом деле, так оно и есть, так оно и было со mной. Aleksei oli unustanud, mida tähendab elada teistmoodi. Lootuse küla oli selleks koht, kus ta sai professionaalset abi ja päev päeva järel oli näha, kuidas mehe elu sai tagastatud. Все мои мысли, все мои чувства, все мои эмоции я отдал на усмотрение Господу нашему. Я принял в этом поселке Господа, я начал веровать в Него, и все, что дальше случилось со мной, все, что дальше со мной происходило, все это по усмотрению Господа нашего, потому что без Него нету ничего. Он над всем нами руководит, над всем нами владеет, и все, что со мной произошло дальше, я считаю, что все мои изменения зависели только от того, что я принял Его. И Он в моей жизни начал руководить всем. С Его помощью и с помощью того, что я пришел в Lotus Ekula, я изменил свою жизнь полностью. Я бросил все свои зависимости. Я бросил зависимость с наркотиками. Я бросил зависимость с курением. Бросил зависимость с алкоголем. Я бросил все свои зависимости, потому что эти зависимости мешали мне жить и мешали мне чувствовать свободу от того, что я живу, от того, что я чувствую. На данный момент я работаю уже 3 года, работаю в магазине, и так как у меня очень много долгов, я рассчитываюсь с этими долгами, со своими долгами, с коhtutaiturами я полностью рассчитываюсь с этим, и вся моя жизнь настолько изменилась, что я сейчас могу сказать, что я полностью свободен от своих зависимостей, от своих склонностей к каким-то зависимостям и живу спокойной, свободной жизнью. Эта жизнь мне настолько нравится сейчас, что я не хочу больше возвращаться к тому, из чего я начал, где я был. Это было очень невозможно и страшно на самом деле. То, что сейчас я переживаю, то, что сейчас я чувствую, это все настолько по-другому, все настолько чисто, настолько свободно, что я очень рад тому, что я сейчас это переживаю и это чувствую. Я очень благодарен тому, что со мной сделал Господь, что Он изменил мою жизнь, что Он изменил мои чувства, эмоции, что Он привел меня в этот поселок Lotus Ekula, где я полностью изменил, переоценил свою жизнь и решил дальше идти вместе с Господом, потому что без Него в этом мире было бы очень сложно, на самом деле.